сожалению, в наши дни чтение не очень популярное хобби, особенно когда в мире преобладают инновации и вокруг много гаджетов. Многие забывают про книгу, в которой хранится нечто интересное и таинственное, уделяя все больше времени соцсетям и видеоиграм. Однако же есть та 10-я часть молодежи, которая любит читать, открывать для себя новые миры и, конечно же, по-новому мыслить. Сабина Дженя книголюб. В копилке у этой молодой девушки более 80 прочитанных книг. С самого детства чтение занимает особое место в ее жизни. Я человек, который хочет постоянно совершенствоваться, узнавать что-то новое, и книги во многом сформировали меня как личность, мое мировоззрение. Очень сложно выбрать одну книгу из того количества книг, которых я уже прочла, но я для себя выбрала самую наилюбимейшую книгу, это «Смирительная рубашка», автор Джек Лондон. Я буквально восхитилась этой книгой, и меня эта книга очень долго отпускала. Я очень часто ходила в библиотеку, я могла брать одну книгу, прочитать за день или за два, но учитывая то, что я уже работаю и продолжаю учиться, у меня нет столько времени ходить по библиотекам, и я пользуюсь интернет-ресурсами, то есть можно найти абсолютно любую книгу в интернете, то есть у меня есть приложение iBooks на телефоне, я скачиваю книги онлайн и читаю. На этих книжных полках выстроились сокровища человеческой мудрости. Откровения, которые каждый из авторов шлифовал годами. Все это здесь, прямо у нас под рукой. В книгах заключено особое очарование. Они способны вызвать неповторимые ощущения, дать добрый совет и стать настоящим другом. Сохранила ли книга свои функции сегодня? Может ли влиять на сознание людей так же, как, к примеру, в 19-20 веках? Ведь сегодня мы живем в так называемом информационном пространстве. Чтение, в принципе, занимает огромное место в моей жизни. Больше всего на свете я обожаю читать. Я люблю читать везде, всегда, при любых обстоятельствах. Но бывают такие моменты, когда ты зачитываешься книгами, прям читаешь их взахлеб, и ты полностью ими наполнен. Вот тогда ты перегораешь, и тебе нужно, не знаю, какое-то определенное количество времени, чтобы наконец-то дойти до книги и опять начать ее читать. Так очень часто бывает, как раз таки я в таком моменте, когда вот я перечитала и не могу потом продолжить это делать. Я также люблю читать на английском языке, зарубежную какую-нибудь литературу. В основном это «Гордость и предубеждение». Я ее перечитываю несколько раз, вот в месяц могу 3-4 раза перечитать ее. Это вот всегда моя вот настольная книжка. У меня есть мечта собрать полную коллекцию Джоан Роулинга, ее книг. У меня уже есть одна часть, это «Гарри Поттер и дары смерти», вот, и я хочу как бы добавить в коллекцию все остальные ее книги. Если вы любите читать и интересуетесь книгами, то наверняка заметили, что в последние годы окрепло так называемое блог-сообщество. И в Абхазии есть десятки блогов на разную тематику. Одни ведут бизнес, а другие делятся личным читательским опытом. Учитывая отсутствие книжных магазинов с новинками литературы, приходится черпать информацию в просторах интернета. У блогера Оксаны Лазаря в книжном аккаунте в Инстаграм 1500 подписчиков. На своей странице девушка высказывает свое мнение о прочитанных книгах и делится впечатлениями. На мой личный аккаунт в Инстаграме подписался такой же книжный в Абхазии, и у меня возникла идея, что я могу сделать это, может, лучше или удобнее для людей. И мне нравилась возможность, что я буду привозить книги, что можно их увидеть. И моя любовь к книгам сыграла как бы в этом роль. Обычно заказывают разные книги, абсолютно разные, нет одной, которую чаще заказывают. Часто заказывают только классику вечную, например, «Собор Парижской Богоматери», «Три товарища», «Гордость и предубеждение», портрет Дариана Грея, по-моему, все любят эти книги. В последнее время нравится читать авторов японского происхождения, таких как Мураками, Кадзуо Сигуру или Рута Зеки. Вот это не нравится в последнее время. В списке нет ни одного абхазского автора, стыдно за это, но не знаю, так получилось. Есть интерес и читают очень разную литературу, даже иногда удивляешься, что кто-то такое читает. Это очень хорошо, мне кажется. Это учитывая то, что у нас есть и другие такие же странички, как моя, и некоторые магазины в городе. То есть если все это соединить, получается, мне кажется, очень много читают люди у нас. Еще одна студентка Абхазского государственного университета Кама Кубахи ведет в Инстаграм книжный магазин Books in АБХ. Ее страница достаточно востребована. У Камы 2000 подписчиков, книги для которых она доставляет из Москвы в течение 2-3 дней. По окончанию университета нам хотелось иметь свое дело, которое одновременно приносило бы и удовольствие, и доход. В голову пришла идея открытия онлайн-магазина.
Страница наша существует относительно недавно, с октября месяца. Если честно, мы не ожидали, что в Абхазии так много читателей именно печатных книг. Большую активность у нас составляют молодежь, но и старшее поколение не отстает. Обычно у нас заказывают зарубежную литературу, но и детские книжки бывают, книги по саморазвитию, по психологии. В наши дни популярностью среди молодежи пользуются аудиокниги. Изначально их стали делать для тех, кто предпочитает воспринимать информацию на слух. В этом случае, благодаря интернету, книга, наоборот, нашла новую форму существования. Ведь книга – это не обложка и страницы с буквами, а тот смысл, который живет в ней. Более того, теперь книги не обязательно быть изданы, чтобы дойти до читателя. Я как-то предпочитаю аудиокниги. То есть можно и слушать, и заниматься какими-то своими делами. В наше время чтение как-то, наверное, на второй план отошло в классическом его понимании. Мне кажется, особенно сейчас чтение – это такая вещь, тебе надо начать, чтобы тебя обратно затянуло. То есть тебя надо как-то, ну, например, вот сейчас вот этим репортажем вы как-то заново распалили мой голод к книгам. Я сейчас, наверное, даже в книжный пойду, без шуток, что-нибудь себе присмотрю. А так в повседневной суете как-то это забывается об этом. После знакомства с книгой многим интересно увидеть ее экранизацию. Мы решили узнать, что же предпочитают наши граждане – прочитать книгу или все-таки посмотреть кино. Здравствуйте, книги или кино? Книги. Ну, вообще-то двояко, 50 на 50, но больше книги. Ну, в основном книги. Девушка, здравствуйте, книги или кино? Книги, безусловно. Здравствуйте. Книги. Книги Здравствуйте. или кино? Книги. Что вы предпочитаете, книги или кино? Книги. Кино? Итак, мнения разделились, но итог один. Книга – неисчерпаемый источник знаний. За каждой обложкой скрывается неповторимая история со своими героями, событиями и атмосферой. У чтения огромное количество плюсов. Для современного человека это еще и отличный способ вырваться из рутины и погрузиться в иной мир. Сария Гварацхеля, Нинала Гухава, Абхазское телевидение.